Башфармация, наше предприятие и весь наш коллектив от души поздравляет вас с этим знаменательным событием. Действительно, в мире, на всей планете, наверное, не так много людей, которые достигают такого рубежа. И мы очень гордимся и счастливы, что наш ветеран сегодня отмечает этот юбилей. 20 февраля Зулейха Ханум отметила свой вековой юбилей. Для того, чтобы поздравить Зулейху Ибрагимовну Хусаинову с столь знаменательной датой, приехали коллеги из Уфы и родной аптеки в Талбазах. Заместитель генерального директора государственного унитарного предприятия Башфармация Республики Башкортостан Венер Хабирович Алибаев вручил юбиляру грамоту и теплые подарки. Зулейха Иней не на шутку разволновалась, лицо разрумянилось, помолодело. Благо, что и сегодня в этот радостный день рядом с ней ее главная опора и поддержка – любимая невестка Савия Ишмухаметовна и внучки Альфия с Гульфией. За целый век было пережито немало потерь и разочарований. Было много радостного и интересного. Отец мой Ибрагим был пятым. В семье самым младшим. Его отец и братья, да и он сам занимались скотоводством. Сажали хлеб. Когда отец уже крепко стоял на ногах, женился. В семье нас 5 дочерей. Я третья. В конце 20-х, начале 30-х годов прошлого века зажиточных крестьян признали кулаками. Семью Зулейхи не миновала эта участь – раскулачивание и репрессия. Взрослых и маленьких детей погрузили в товарные вагоны и отправили в Кемеровскую область. В Анжеро-Служинск ехали очень долго. Было это в 1931 году. Поезд очень часто останавливали, целыми днями заставляя ждать. Доехали до Кузбасса, людей выгрузили в чистом поле, в холод, где не было даже бараков. Чтобы выжить, люди хоть и обессилели от долгой езды, вынуждены были в спешке копать землянки. Возвращаясь к этим событиям 90-летней давности, Зулейха Ханум не в силах сдержать слезы. Отец и старшие сестры пошли работать на шахту, а ее 12-летнюю девчонку отдали в услужение к людям, нянчиться с маленьким ребенком. Тогда она научилась говорить по-русски. В 1935 году нашей семье разрешили вернуться на родину. После конфискации имущества не осталось ничего. Трудно было начинать жизнь с нуля. В семье одни девчонки. Часто приходилось голодать. Унижения со стороны земляков продолжались, ведь они помнили нас еще крепко стоявшими на ногах кулаками. Сестер эти испытания судьбы закалили. Перед войной Зулейха вышла замуж за Минигали. В 1941-м родила своего единственного сына Рифа. В годы Великой Отечественной трудилась в артели, вязала теплые вещи для советских солдат. В тылу шла борьба за урожай. Все мысли и чаяния были во имя победы над врагом. В годы войны они вязали носки. Носки она вязала всегда. Все мы только в ее носках были до последнего. Последние 5 лет она только не вяжет. А так всегда вязала она носки нам. Зулейха Ибрагимовна награждена медалью за доблестный труд в Великой Отечественной войне и другими памятными наградами. Ее поколение выстояло в страшной схватке с врагом, голодом и неисчислимым количеством испытаний. Поднимали страну из руин и пепла закаленные в боях и труде люди. Никто не остался в стороне, строили всем миром. Самым счастливым периодом своей жизни Зулейха Ханум считает годы работы в Башфармации. 16 лет она проработала сторожем в Центральной районной аптеке номер 30 села Талбазы. Государственное унитарное предприятие «Башфармация» является старейшей аптечной сетью республики, которая в этом году исполняется уже 93 года. Задачей первостепенной важности является обеспечение безопасности и качества лекарственных средств. Это достигается соблюдением правил хранения, внутриаптечный контроль. Также на государственном предприятии возложены социальные функции. Это обеспечение лекарствами по льготным рецептам, изготовление лекарственных форм по индивидуальным прописям. Нашей аптеке в Талбазах тоже более 60 лет. Первой заведующей аптекой была Андреева Евдокия Яковлевна.
Зулейха Ибрагимовна Хусайнова пришла на работу при Евдокии Яковлевне и проработала сторожем с 73 по 89 год. Добросовестная, ответственная, очень отзывчивая женщина. Она никогда не жаловалась на трудности и всегда готова была прийти на помощь. Рашида Хамитовна пришла в эту аптеку после окончания Бирского фармацевтического училища. С большой теплотой вспоминает она совместные поездки с Зулейхой Ибрагимовной за сбором лекарственных трав. В 70-80-е годы мы занимались активно заготовкой лекарственных трав. И выезжали и в выходные дни, выезжали и в соседние районы, Гафурийский район, где собирали душицу и зверобой. Зулейха апа, несмотря даже тогда на вроде почтенный возраст, не отставала от нас, была очень активной. И выезжая в другие районы, мы возвращались уже уставшие, а нужно было еще поднять лекарственное сырье на чердак, но навес уложить. И после этого мы собирались все вместе и пили чай. Он был очень вкусный и ароматный, и мы с теплотой вспоминаем эти дни до сих пор. Младшее поколение перенимало у старшего лучшие черты – трудолюбие, отзывчивость, искренность. Эта преемственность наблюдается и в семье Зулейхи Ибрагимовны. Она любимая свекровь и бабушка. 14 лет назад потеряла своего единственного сына. Все радости и горести уже более полувека делят с любимой невесткой Савией. Счастлива, что и внучки после окончания института вернулись в родное село. Мне уже самой за 50. Я являюсь бабушкой. И не каждому в наше время суждено в 50 лет иметь бабушку свою. До сих пор я являюсь внучкой, поэтому я думаю, что мы не стареем так же, как наша бабушка. Бабушка научила нас трудолюбию. Она у нас никогда не сидела, по крайней мере. Последние 2-3 года только она перешла на энергосберегающий режим, смеемся мы, она лежит. А до сих пор она всегда бегала. Даже если немножко приболеет, она встанет и уже что-то начинает по хозяйству контролировать. А основная ее деятельность в последние годы – это контроль. Когда мы учились в школе и приходили с учебы, она нас всегда спрашивала, чему вас сегодня научили? И все у нас выспрашивала. И надо было ей объяснять урок, который мы сегодня проходили. И просто она всегда говорила, вот попробуйте не сказать, вам же будет стыдно. И вот так она всегда нас учила. Несмотря на свой почтенный возраст, Зулейха Ибрагимовна продолжает интересоваться жизнью и успехами коллег и близких, внучек, 5 правнучек и правнука, 3 праправнуков. Любит баню и чаепитие за круглым столом. Еще совсем недавно обвязывала всю семью теплыми носками и варежками. Главный секрет ее долголетия в позитивном отношении и любви к жизни, движению и доброте, считают ее близкие. Пусть бодрость духа не иссякает вас никогда. С юбилеем, Зулейха Ибрагимовна!